Сыктывкарские таможенники в прошлом году зарегистрировали рост экспорта. Показатели по сравнению с предыдущими периодами подтянулись сильно. Традиционно первые выводы о проделанной работе сотрудники столичного контрольного пункта подводят в свой профессиональный международный день. За последнее время таможенная служба в регионе пережила глобальное реформирование. Дает ли сегодня таможня добро, узнала Виктория Палкина. В 90-х годах прошлого столетия Михаил Политов возглавлял самый крупный таможенный пост Коми. Через Усогорский контрольный пункт на экспорт проходили тысячи кубометров леса, вспоминает ветеран. Тогда в Удорском районе процветала болгарская монополия. По договоренности с правительством дружественного государства организовали прямые вылеты из сельских аэропортов. Так что у местных таможенников работы хватало. У нас же 17 тысяч болгар проживало в районе. Они каждый день, каждый месяц выезжали, въезжали, выезжали в отпуск или совсем выезжали, оформляли несопровождаемый багаж в виде контейнеров или вагонов. Это была ежедневная работа. 5 лет назад Усогорский таможенный пост закрыли. Такая же судьба скоро ждет и Усинский пункт. Количество сотрудников службы постоянно сокращается, но работы меньше не становится. Благо помогают высокие технологии. Год назад таможенники полностью перешли на электронный документооборот. Теперь декларации оформляются дистанционно и значительно быстрее. Конечно, если обе стороны подходят к этому вопросу серьезно. К сожалению, хотелось бы отметить, компетенция самих декларантов оставляет желать лучшего. Одни посильнее декларанты, с тем мы быстро работаем. Кто делает ошибки, естественно, мы эти ошибки в процессе таможенного оформления устраняем. Но декларация в среднем 30 минут, 35 выпускается. В прошлом году только в Воркуте значительно сократилось оформление деклараций. Остальные 5 таможенных постов зарегистрировали рост экспорта. В лидеры выбились Эжва и Сыктывкар. За 2014 год Сыктывкарским таможенным постом оформлено более 8800 грузовых деклараций на товары юридических лиц, что превышает на 14% показатели прошлого года. В частности, пиломатериалов экспортировано на 40 тысяч тонн больше, чем в 2013 году. Вот, как и говорил ранее, это говорит о том, что предприятия Республики Коми и в зоне деятельности Сыктывкарского таможенного поста в частности, работают стабильно. Вместе с увеличением пассажиропотока в международном секторе таможенники фиксируют и рост нарушений. Только в прошлом году в Россию из Турции и Египта везли больше полусотни запрещенных предметов. Чаще всего это алкоголь и сувениры, больше похожие на холодное оружие. Виктория Палкина, Владимир Шишкунов, телеканал Юрган, Сыктывкар.